В этом лагере все по-военному. Режим сна, отдыхи, даже приветствия. Товарищ начальник регионального штаба юнармии, личный состав смены в составе 133 человек построен. Военно-патриотическому воспитанию в этом году уделено особое внимание. Активисты юнармии и российского движения школьников – участники почти всех молодежных мероприятий республики. Вот и здесь, на отдыхе, у них нет ни секунды свободного времени. Программы развлечений рассчитаны на каждого. Тут и спорт, и космос, и настольные игры. Впечатления радуют. Созданы абсолютно комфортные, абсолютно адекватные условия для организации летнего отдыха. Это и досуговая деятельность. Особенностями этой летней оздоровительной кампании можно назвать то, что сегодня каждый оздоровительный лагерь реализует новые, абсолютно новые воспитательные программы, которые прошли государственную экспертизу. И очень радует, что тема патриотического воспитания, тема российского движения школьников звучат абсолютно во всех оздоровительных лагерях. В этом году впервые набор в первую смену прошел с натяжкой. Детей не так уже много. Организаторы это связывают с тем, что запись в лагеря с этого года ведется в электронном виде. И, возможно, не все родители успели оперативно перестроиться. Да и с погодой пока не везет. Многих это оттолкнуло. А напрасно, отмечают представители лагерей. Отдых организован на высшем уровне, и капризы северной природы на его качество никак не влияют. Все потому, что с ребятами занимаются профессионально подготовленные вожатые. Огромная работа по подготовке вожатых проходила она в два этапа. Первый этап был на базе Ставкарского государственного университета, на базе Ухтинского университета. Был у них второй этап, выездной практикум-семинар для студентов Ставкарского государственного университета. Он был здесь, в Чайке. Для студентов педагогических отрядов он был в лагере Гренада. Также, наверное, впервые за последнее время мы создали педагогический отряд школьников. Эти ребята будут также работать на сменах в качестве помощников вожатых. Июль, по прогнозам синоптиков, будет жарким, но выхода к рекам у лагерей нет. А купаться-то детям хочется. В этом сейчас, пожалуй, единственная проблема. Для организованного купания необходимо оборудовать пляж, провести расчистку дна, взять пробы воды в реке, установить посты медиков и спасателей. Это все очень затратно. Единственный выход – передвижной бассейн. Его стоимость – 12 миллионов рублей. Надежда Дорофеева предложила рассмотреть вопрос о приобретении подобных конструкций за счет бюджета республики. Но этот вопрос может решиться только уже в следующем году. Татьяна Супряткина, Денис Будрин, телеканал Юрган.